Абхазию и Крым связывают не просто дружеские отношения, но и активно развивающиеся партнерские, отметила, открывая встречу, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. У Абхазии и Крыма много общего. Необходимо объединить потенциал двух республик, чтобы удвоить востребованность, подчеркнула она. У нас с Крымом уже давняя дружба, такие теплые, очень дружеские отношения, и в то же время они рабочие. Мы работаем уже год над общим туристическим продуктом, который называется «Карта гостя». И я надеюсь на то, что наше сотрудничество будет развиваться, что мы будем с каждым годом все интереснее и интереснее придумывать совместные проекты, и к нам будет ехать все больше и больше довольных туристов. Российские специалисты делились с абхазскими коллегами опытом в сфере развития туриндустрии. Они считают, что потенциал и уникальность Абхазии раскрыты не в полной мере, учитывая все возможности. А это не только сезонные курортные, которые наша республика может предложить туристам круглый год. Вот тот самый природный, географический, климатический, историко-культурный. А после поездки, вот сейчас еще по Абхазии, я могу уже однозначно сказать, санаторно-курортный лечебно-оздоровительный потенциал, который есть у Абхазии, он, ну как вам сказать, это грех не пользоваться. А это именно тот потенциал, который и дает вам возможность уйти от этой позиции, которая называется «сезон, не сезон». Нет в Абхазии ни сезона. Как говорят специалисты, развитие и успех любой туристической страны напрямую зависит от того, насколько информация о ее возможностях достоверна и доступна для туриста. Именно с этой целью год назад был разработан универсальный инструмент – мобильное приложение «Карта гостя» Российской Федерации СНГ, включающий в себя такие необходимые компоненты, как достоверная информация, оптимизация финансов, персонификация клиента. Разработчики также внесли Абхазию в список представленных в приложении стран, по объектам туристического интереса которых будет дана полная информация и навигация. Чем полезно данное приложение, подробно рассказала координатор проекта Елена Юрченко. У него встроенный аудиогид. То есть гость может прийти на объект, например, да, в тот же, опять же, ботанический сад, там будет висеть QR-код, скачал, и он полностью может иметь аудиосопровождение по тому объекту, на который он приехал. Навигация вся в этом мобильном приложении, вся навигация. То есть вы знаете, как добраться, куда добраться, там, и так далее, так далее, так далее. В мобильное приложение входят объекты размещения, объекты питания, объекты показа, это достопримечательности, развлечений. Специалисты от туриндустрии утверждают, что уже около 70% граждан России перешли на мобильные приложения, с помощью которых можно легко спланировать любой свой туристический маршрут, заблаговременно забронировав необходимые объекты. Как подчеркивают гости из Крыма, для Абхазии данное приложение станет серьезным шагом для популяризации нашей республики, ведь у большего количества объектов размещения нет своих собственных сайтов. Таким образом, в приложение «Карта гостя» Российской Федерации СНГ войдут как известные туристические маршруты и достопримечательности Абхазии, так и малоизвестные. Еще одним преимуществом данного приложения является его удобство и возможность скачивания как в режиме онлайн, так и в офлайн. На Алакове Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.